Здравствуйте! Знаете ли вы свои права? Здравствуйте, да, я знаю свои права и применяю их по жизни. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что наши права, они урезаются или нас не слышат, поэтому очень важно знать свои права, и особенно, когда ты их знаешь, ты всегда можешь их применить и отстаивать. Какие есть проблемы касаемо наших прав в школе или в стране в целом? Ну, я думаю, что в нашей стране все хорошо с правами, но, конечно, бывает такое, что многие проблемы у нас не освещаются, порой люди сами решают терпеть и не отстаивать где-то свои права, не говорить о них. Ну, лично меня смущает, конечно, то, что сильно урезают права животных, то, что у нас очень много живодеров, то, что люди с этим не хотят бороться, не хотят быть услышанными, и самое главное, не хотят сами отстаивать свое мнение, потому что, опять же, подрастающее поколение видит то, что, например, над животными издеваются, и для них это становится нормой. Знаешь ли ты, куда нужно обратиться, если твои права нарушают? Да, конечно. Если ты ученик, то, конечно, лучше подойти к учителю, к родителю, к опекуну, может быть, к заучу или просто к человеку, вышестоящему по не статусу, а скорее более мудрым, чтобы осветить свои права, там, где тебя обидели, где тебя оскорбили, может быть, даже применили какую-то токсичность в твой адрес, чтобы выяснить, нарушили ли твои права. Но если это уже более на законодательном основе, когда ты думаешь, что правда тебя задели очень сильно, оскорбили, ударили, применили какое-то насилие в твою сторону, лучше всего обратиться к государственным органам. Это может быть прокуратура, это может быть МВД, неважно. То есть Какие проблемы касаемо права есть у нас в Казахстане, ну или же в школе? Многие люди, многие дети не знают своих прав, и когда какие-то происходят ситуации, они не могут их решить сами. Как можно решить эту проблему? Разговаривать с детьми или людьми и объяснять, какие у них есть права. Как тебя зовут? В каком классе ты учишься? Меня зовут Бесенов Альмир, я ученик 5 А класса. Какие у тебя есть права? Я выражаю свое самовыражение и информацию. Я должен исполнять такие обязанности, как добросовестно учиться и выполнять домашние задания. Какие у тебя права есть? На жизнь и здоровье, на право на семью, право на здоровье и право на то, чтобы учиться. Я могу бесплатно учиться, получать образование, а также получать знания. Какие проблемы касаемо права у нас есть в Казахстане? Почти никаких, но дети завышают свои права. А как можно решить это поведение? Сказать старшим, чтобы они приняли меры, образовали